В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Раченко и коротко о главном. Праздничный железнодорожный состав из Алдана в Нижний Бестях стартует уже завтра. МЧС выявила с десяток нарушений в летних детских лагерях. А в конце выпуска расскажем о ленском умельце, который своими руками сделал из привычной всем Нивы настоящий вездеход. Уже завтра с железнодорожной станции Алдан двинется праздничный состав, который даст старт пассажирскому движению до Нижнего Бестяха. Продажа железнодорожных билетов стартовала накануне. Время в пути 18,5 часов. Пока доступны только билеты до Нерюнгри. Сквозные билеты по другим направлениям поступят во второй половине августа. О том, как шла подготовка и как организовано движение, расскажет Руслан Павлов. Железнодорожную линию Беркакит-Томот-Якутск смело можно назвать дорогой жизни. Дорогой нескольких поколений строителей и железнодорожников. Строительство участка началось в 1985 году прошлого столетия. И лишь в августе 2004 года по нормам временной эксплуатации был торжественно открыт участок Нерюнгри-Томот с пуском пассажирского движения. Понадобилось еще 3 пятилетки, чтобы вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения в режиме постоянной эксплуатации. До Бестяха уже можно билет купить на поезд? Нет, пока еще нет. Мы в ожидании, ждем разнарядки. 27 июля этого года на станции Нижний Бестях будет дан официальный старт пассажирского сообщения по всей протяженности Амуро-Якутской магистрали. Компания «Железные дороги Якутии» подготовилась к потенциальному увеличению пассажиропотока. В рамках этой работы был приобретен подвижной состав. Мы приобрели 2 новых пассажирских вагона на Тверском вагоностроительном заводе. Приобретены вагоны, уже бывшие в эксплуатации, но отремонтированы капитальным ремонтом в условиях вагоноремонтных предприятий. Так как станция Нижний Бестях находится на противоположном берегу реки Лены от города Якутска, билеты на поезд пассажиры могут приобретать по мультимодальной схеме, которая включает в себя переправу и доставку до вокзала. Была разработана схема продажи мультимодального билета, который включает в себя билет на поезд. Плюс к нему будет выдаваться посадочный талон. Это на автобус, чтобы добраться с железнодорожного вокзала станции Нижний Бестях до пристани. И туда будет входить билет на катер. Уже чтобы можно было переехать через реку Лена и попасть на речной вокзал города Якутска. По словам экспертов, очевиден и эффект отпуска пассажирского движения. У жителей заречных районов и столицы республики появился выбор, каким транспортом выезжать на отдых или лечение. При мне пришел ветеран с медалями в кепочке, заслуженный дедушка, лет под 70, спросил, сколько дней ехать до Москвы и сколько будет стоить. Получил ответ. Ушел удовлетворенный, потому что на сегодня, насколько я знаю, купейный вагон с Бестяха до Москвы будет стоить 12 с небольшим тысяч рублей. Я вчера купил билет на самолет за 40 тысяч рублей. Якутск-Москва. Считайте. А если люди будут ехать с семьей, 4 по 40, скажем, 2 детей и 2 родителей, 4 по 40 – 160, или 4 по 9, по 12 – 48. Ну, если спешки не будет, то я, конечно, возьму билет на поезд с женой, с ребенком. Так и комфортнее, и посмотреть, вообще природу нашу. Железнодорожная линия Беркакит-Томот-Нижний Бестях запущена полностью в эксплуатацию, и это исторический факт. Но титул «Бестях-Якутск» еще не закрыт. Под вопросом мост через реку Лена, споры вокруг строительства которого до сих пор не утихают в коридорах разных ветвей власти. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. А меры по обеспечению безопасности дорожного движения усилят в Якутии. Несмотря на то, что на территории республики по сравнению с предыдущими годами количество ДТП значительно сокращается, меры по их профилактике должны постоянно находиться на особом контроле. Как у отделов ГИБДД, так и у муниципальных образований и дорожных служб. Среди основных причин становятся не только нарушения водителями ПДД, но и неудовлетворительное состояние улиц и дорог и технические неисправности транспортных средств. Об этом сказал первый зампред правительства Алексей Колодезников в рамках видеоконференции с районами. Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году нужно снизить смертность населения от дорожно-транспортных происшествий практически в 4 раза. С
серьезное финансирование по федеральным дорогам Вилюй-Колыма-Лена. Твердое покрытие вводится. Мы региональные дороги приведем в этом году в объеме 2 миллиарда 600 по улучшению и нормативному состоянию. Но в большей степени, конечно, нужно иметь в виду, что улучшаются дороги, к сожалению, нарушается скоростной режим. И большинство ДТП – это все-таки выезд на встречную полосу. Здесь, конечно, нужно и профилактическую работу проводить, но и все-таки ограничивающие факторы включать такие, как видеофиксация и работа с водителями. Штраф в размере 30 тысяч рублей определил для журналиста Михаила Романова Якутский городской суд. Его признали виновным в предоставлении заведомо недостоверной информации. Напомню, что административное дело на Романова завели еще в начале мая. Поводом для возбуждения стала опубликованная в конце апреля в газете «Якутск вечерний» статья под названием «Жертва режима». В ней рассказывалось о сотруднике СВФУ, который якобы был похищен и избит сотрудниками регионального управления ФСБ. Недовольство правоохранительных органов вызвали предположение журналиста, что, цитата, «каждый может попасть в жернова государственной машины, и большой брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить». В ходе разбирательства была назначена лингвистическая экспертиза, которая показала, что статья представляет угрозу для общественной безопасности и вводит в заблуждение неограниченное количество людей. Представители Романова с решением суда не согласились и намерены в ближайшее время обжаловать его. Судья не отнеслась с должным вниманием ни к судебному процессу, ни к представленным материалам, потому что не за что было привлекать. 3 основных фактора, по которым рассматривается вот эта часть 9 статьи 13-15, это недостоверная информация, умысел на распространение именно недостоверной информации и угроза. За 3 месяца угрозы не было, недостоверность информации не доказана, это вообще не рассматривалось в данном процессе судебном. Умысла, соответственно, не было. Чушь и бред. Между тем, МЧС выявила нарушение пожарной безопасности в 10 детских лагерях Якутии. Коснулось это Верхневилюйского и Тампонского районов. Среди основных нарушений это неисправность систем противопожарной защиты объектов и неудовлетворительное состояние путей эвакуации. По результатам проверок административной ответственности привлечены 72 должностных лица. 2 материала направлено в суд. Усилению контроля послужил пожар в одном из палаточных лагерей в Хабаровском крае, в результате чего погибли 4 ребенка. Как отметили в Главном управлении МЧС по Якутии, в настоящее время на территории региона взяты на учет 661 объект летнего отдыха для детей. Но помимо обеспечения мер безопасности, правильным действиям в подобных ситуациях нужно обучить и самих детей. На одном из таких уроков безопасности побывала и моя коллега Оксана Устинова. В летнем лагере «Я гражданин» заканчивается 2-й сезон. У каждой смены своя тематика. Если в 1-м сезоне детей учили компьютерной грамотности, танцам и моде, то на этот раз они осваивают другой вид искусства. Мы назвали 2-й сезон «Каникулы» от слова «Канны», от названия города, да, Канны, где проходит Каннский кинофестиваль. И отряд наш называется «Марвел». И вот мы снимаем фильмы, клипы, ералаши. Это можно все в нашем инстаграме школьном посмотреть, понаблюдать уже. Ну, все, что касается медиаиндустрии. Разумеется, любой отдых должен быть безопасным. Поэтому сотрудники Государственной противопожарной службы проводят профилактическую работу. Первая часть прошла в форме лекции-беседы, где ребятам объяснили, как реагировать на экстренную ситуацию. Пожар тушить песком или огнетушителем. Кружочек, и там человек, где купается, там еще вот такая линия, это значит, нельзя купаться. Мне больше всего запомнилось, что когда пожар, что надо сразу убегать и забрать домашних питомцев. И звонить сразу пожарным на 01, 111 и на 112. Если начинаешь их спрашивать, они волнуются, теряются, вроде знают, но не могут сформулировать свои слова. Но в целом, в принципе, что-то знают. А дальше самое интересное – знакомство с оснащением пожарной машины. Помимо этого, детям показали, как работает пожарный рукав и как надеть противогаз. После каждый по желанию мог собственноручно испытать рукав и противогаз в деле.
На вот, со мной на этого. Все? Дети остались довольны занятием. Сегодня они узнали много полезной информации. А пожарные и инструкторы оценили подготовку детей. Радует, что занятия не проходят впустую, и ребята легко усваивают полученные знания. Оксана Устинова, Илья Сыромятников, Табага. А следующий наш сюжет про ленского умельца, который своими руками сделал из привычной всем Нивы настоящий вездеход. С подробностями наш коллега Роман Токмаков. Водная преграда для этой Нивы – легкая разминка. И без того проходимую технику решил усовершенствовать ленский умелец. Автомобиль рассчитан на преодоление пересеченной местности, перекатов и бродов. Он не боится воды, грязи и даже средней растительности. На создание чудо-техники Антон Леднев решился не сразу. Впервые, значит, эта идея возникла в 2010 году, значит, когда мне отошла в руки Нива. Значит, отцовская, начал потихоньку заниматься, ездить. Ездил сначала недалеко, рядышком. В результате понял, что хронически не хватает ни дорожного просвета, ни внедорожного потенциала в целом. Ну и оттуда все началось. От первых идей до кардинальных изменений прошло 6 лет. Именно в 2016 году автомобиль приобрел агрессивный вид, который отличает его сейчас от других авто этой же марки. Поменялась и техническая начинка. Это особый повод для гордости механика. Установили бортовые редукторы компании Воин 4х4, значит, сделали спаренные амортизаторы, усилили лонжероны, значит, лифт подвески, усиленные пружины, усиленные задние амортизаторы, значит, усиленные карданы. Установили дизельный двигатель ВАЗовского производства 341 с дизельной четверки. Вот, значит, ну, естественно, дополнительный свет поставили и на багажник, и спереди на капот. Также установили вместо штатных фар светодиодные фары. Вот, полная гидроизоляция для преодоления бродов. Сумма, затраченная на модернизацию внедорожника, уже превысила 350 тысяч рублей. Но, как говорит сам автор проекта, оно того стоит. Легкая проходимая Нива для Антона Леднева – залог хорошей рыбалки и нескучного досуга. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и всего вам доброго.